Ветеран боевых действий Эмиль Мазгутов родился на Дальнем Востоке России, в городе Арсеньеве Приморского края. Там заканчивал службу отец Эмиля, который был военным. Потом семья Мазгутовых вернулась в ТАССР, в Чистопольский район. Еще в школе у Эмиля появился интерес к истории, к событиям, которые меняли жизнь миллионов людей. От преподавателя одного. У нас был тогда в деревне один очень хороший преподаватель, Вахид Абейна его звали. Он сам ветеран Великой Отечественной войны. Это, знаете, это был вот преподаватель от Бога просто. И он как бы проявил любовь к истории. От древнего Египта до современности я читаю, изучаю все, мне интересно все. И не только наша страна, и, соответственно, и античность, и Европа, и Китай, и Япония, ну и, соответственно, наша страна тоже. То есть мне интересна вся история целиком. По стопам отца, как это часто принято в семьях военных, Эмиль не пошел. Ну, в детстве, конечно, хотелось, там, в Суворовское училище, но тут рухнул Советский Союз, сами знаете, что было с армией, и не было ни малейшего желания, абсолютно. А вот интерес к изучению прошлого перерос в профессию. Эмиль поступил в институт, учился на преподавателя истории, но вуз не закончил, бросил. Как говорится, искал себя. А политические события новейшей истории перевернули жизнь Мазгутова на 180 градусов. Ну, я еще был на антимайдане в Харькове, когда это начались события. 14-й год, до войны и прочее, прочее. Но поскольку всегда интересовался историей и политикой, ну вот и не мог уже сидеть. И еще до СВО было видно, то, что сейчас начнется большая война. Мы начали собираться, меня вывели на моего командира Сергея Александровича Фомченкова. Он сказал, что будет формировать батальон, сказал, что будет рад меня видеть. Тут началось СВО, я командиру пишу, говорю, а вот что, как? Он говорит, ну, ждем какое-то время. Через какое-то время он мне пишет, говорит, батальон будет сформирован, ждите, когда будет, то поступит команда, и я вас соберу. Ну, в результате так мы и поехали. Подразделение «Барс-13» стало одним из первых отрядов добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. На полях сражений батальон комбата Сергея Фомченкова «Русский легион Барс-13» выполнял самые сложные боевые задачи. Батальон «Русский легион Барс-13», ну, на тот момент был. Сейчас Сергей Александрович руководит движением «Русский легион». Вот. Ну, добровольцев, которые приехали со всей страны. И вот, собрались и поехали. Один из лучших батальонов был. На тот момент батальон был очень известен. Сергей Александрович, он всегда и, ну, позывной Фомич, вот Фомич, проще так говорить, он всегда и задачи все выполнял, и потери были минимальные, и обеспечение было хорошее, и потом, когда вот кто раненый был, в госпиталях о них всегда заботились. Ну и сейчас тоже продолжают, уже как в рамках движения Русского легиона. С документами всегда помогали. Ну вот, отличный батальон был. И сегодня Эмиль Мазгутов мыслями вместе со своими товарищами. Их боевое братство не подвластно ни времени, ни расстояниям. Да, у меня много связей, и с командирами я всегда на связи, и с ребятами, у нас группа своя есть. Поддерживаем связи все обязательно. Взаимоподдержка. Это самое главное. То, что не бросаем, реально своих не бросают. Всегда помогают. Когда кто-то погибает, например, помогаем семьям, поддерживаем. Ну, в жизни иногда бывает, у кого-то проблемы возникают уже, кто вернулся. Все, кто могут, и оказывают помощь. На встречах в школах, на уроках мужества ребята часто спрашивают ветеранов боевых действий, не страшно ли им было во время сражений. Эмиль Мазгутов обычно шутит, что просто не успел испугаться. Я успел побыть на линии фронта всего 12 дней, после чего получил, тяжелое ранение. Я просто почувствовал 2 небольших удара. Вот. И боли не было никакой. Я даже не понял сначала то, что меня ранило, уже просто когда отполз за щит от миномета, смотрю, что-то жжет немножечко. Там и в ухе, в ноге и в ухе, соответственно. Потом смотрю, ух ты, такие я раненый. Не думал, что тяжелый, думал, так, царапина. Оказалось, что тяжелое ранение.
госпиталя, потом вернулся сюда, тут медцентр. Но окончательно уже не восстановлюсь, это у меня инвалидность сейчас, из-за этой травмы. Вот. И, к сожалению, из-за этого вот я не могу попасть обратно, не берут. К физическим ограничениям, которые теперь есть в его жизни, Эмиль Мазгутов относится философски и даже с юмором, и не считает, что ранение как-то сильно изменило его обычную бытовую жизнь. Ранение? Ну, я бы не сказал. Спортом никогда не занимался. Ух, только жалко. Красивый был. Ну, кусок уха оторвал. О том, что Эмиль уехал добровольцем на СВО, и о его ранении близкие узнали одновременно. Они не знали то, что я поехал. Я просто никому не говорил. Сообщил уже, когда в госпитале был. Потом, да, поддерживали. Рады были. Даже гордились, наверное. Ну, я говорю, у нас семья советская. Старые советские закалки, так что для нас это не пустой звук. Все эти события, этот нацизм и прочее, это, они понимают, что с этим надо как-то бороться, уже давно пора. Сейчас для Эмиля главное найти дело своей жизни. Но не все работодатели готовы принять ветеранов СВО с серьезными ранениями. Мечта одна. Собственное жилье. Это, вернее, как это самая большая, такая глобальная, личная. Если брать личная мечта, то это, конечно, собственное жилье. Это огромная проблема и огромная мечта. Это если свое. Естественно, работа. Найти нормальную работу. Опять-таки, она нужна и для осуществления мечты в том числе. Это если лично мое. А так, конечно, желаний и мечтаний. Пока собственные мечты перерастают в планы, Эмиль Мазгутов помогает вернувшимся товарищам решать реальные проблемы. Прежде всего, организационные. Сейчас я занимаюсь, исполняя обязанности делопроизводителя Всероссийского союза ветеранов СВО по Республике Татарстан. Тоже организация именно участников СВО. Мы тут пытаемся каким-то образом помочь в основном тем, кто вернулся, и занимаемся гуманитарной помощью. И плюс военно-патриотическим воспитанием. Очень трудное оформление документов, добиться тех же самых выплат. Лично я до сих пор не получил страховку по ранению и по инвалидности. С этим большие проблемы у людей бывают. Бывают бытовые проблемы, бывают проблемы с трудоустройством. Опять-таки сам тоже столкнулся, потому что очень многие из нас инвалидами вернулись. Мы общественная организация, мы не имеем юридических возможностей решать многие проблемы просто. У нас нет таких возможностей. Бывает, да, у нас есть ЧОПов, которые говорят, мы можем устроить на охрану куда-то, еще куда-то там. Большая часть работы Союза ветеранов СВО – сбор гуманитарной помощи для боевых подразделений. Огромное спасибо всем тем, кто вообще сети плетет, окопные свечи делают, собирают что-то, покупают, носки вяжут и прочее. Им огромное спасибо этим людям. Собирается машина, отправляется. Сейчас работает через Росгвардию. Им даются адреса, они уже везут по точкам. То есть уже идет именно по адресам. То есть есть заказ, заявка от командира части. Она отрабатывается по мере возможности. Не только в воинские части, но и в госпиталя за ленточкой находящиеся, да и здесь тоже. Не забывают вернувшиеся ветераны и о тех, кто находится в госпиталях. Раненым ребятам особенно нужна поддержка. Ситуация. Человек приехал, например, попал в город Казань, или в Омске там была проблема, там звонят, людей нет, надо человеку то-то, то-то, то-то там. Иногда бывает то, что спрашивают, как можно перевести из госпиталя. Тоже собираем, узнаем, передаем информацию. Иногда получается перевести человека из госпиталя в госпиталь, иногда нет. От места зависит тоже. Самого Мазгутова очень поддерживают близкие. С женой Еленой они знакомы много лет. Но только после возвращения Эмиля из зоны СВО их отношения наполнились новыми романтическими чувствами. Это было 23-24 года тому назад. Мы познакомились с компанией. С какое-то время мы начали встречаться.
года, ну, через 1,5 года расстались, и потом иногда раз 5, 6, 3 года случайно виделись. Ну вот, а когда я уже вернулся после СВО, уже вот только-только с костылей слез, только на одном остался, она мне в очередной раз написала, мы решили встретиться и поняли то, что все-таки надо уже быть вместе, жениться. У нас общих детей нет, у нее есть сын. Жена у меня тоже очень любит читать. Мы часто сидим вместе и просто читаем. Ну, вот я, к сожалению, она у меня гулять очень любит. Я вот пытался, но иногда это становится как бы не очень с ногой получается. Если выдается свободное время, то Эмиль приезжает в центр Казани, чтобы послушать песни в исполнении легендарного уличного музыканта. По-прежнему именно в книгах Эмиль Мазгутов ищет ответы на многие свои вопросы. И хотя сегодня он предпочитает фэнтези-романы по игровой империи Вархаммер, проблемы в них описаны самые что ни на есть земные. Вечно воюющая вселенная. Как могло случиться то, что случилось? Это вымышленная вселенная, фантастика, огромная гигантская империя, включающая миллионы миров и бесконечная война в течение 10 тысяч лет. Книги довольно-таки глупые и примитивные, но там просто интересная вселенная описывается. Масштабность. Ветеран боевых действий Эмиль Мазгутов, даже несмотря на серьезное ранение, не жалеет о принятом решении пойти на СВО. Там, за ленточкой, произошло истинное переосмысление жизни. Более твердо отстаиваю свою позицию, наверное, в этом. Более жестко отстаиваю свою позицию. Иногда можно было, так, разговариваешь, махнешь рукой, а сейчас нет. Я же говорил, что неоднократно пытался, и еще буду пытаться туда обратно вернуться. Потому что я хочу туда вернуться. Всего 12 дней как-то маловато. Хочется действительно принять участие. Именно защита Родины и желание уничтожить нацизм.